Здравствуйте! И сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Амелия Бисмарк и коротко о главном. Мы помним и чтим. В День памяти жертв Ладской трагедии в Гале состоялось траурное мероприятие. Рост цен от сезонного к постоянному. Наш репортаж центрального галлского рынка. Они такие же, как мы. Благотворительный фонд «Первая инклюзивная молодежная организация» провел в Гале акцию для детей с ОВЗ. Начнем с трагической даты. Сколько бы лет ни прошло, этот декабрьский день навсегда останется одной из самых черных страниц в истории Абхазии. 31 год назад, 14 декабря 1992 года, войска Госсовета Грузии сбили вертолет с беженцами на борту над горным селом Лата Гулрыбского района. Погибли все 87 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. В День памяти жертв Ладской трагедии траурное мероприятие состоялось и в Гале. Репортаж Илоны Микава. 14 декабря в городе Гал в память о Ладской трагедии состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В траурной акции приняли участие сотрудники районной администрации, работники правоохранительных органов, сферы образования, культуры и общественность. Ладская трагедия – одна из самых черных дат в истории Абхазии. Это чудовищное преступление против человечества, в результате которого погибли мирные граждане Абхазии. В этот день в ходе Отечественной войны народа Абхазии грузинские военные сбили вертолет, перевозивший беженцев из осажденного Ткорчала в Гудауту. В результате трагедии все пассажиры и члены экипажа погибли. В одночасье оборвалась жизнь 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Это боль не только для родных невинно убитых, но и для каждого жителя Абхазии. Эта утрата никогда не будет забыта, помнить и чтить их память будут из года в год. Илона Микава, Борис Цацуа, Вату Миблая, Гал Медиа. Фрагменты подбитого 14 декабря 1992 года грузинскими оккупантами вертолета доставлены спасателями ПСО МЧС Абхазии из села Лата Гулрыбского района. Акция инициирована директором Музея боевой славы Гудаутского района Гугуцей Джикарба и поддержана руководством страны. Соответствующие поручения были даны президентом республики непосредственно МЧС Абхазии. Доставленные фрагменты вертолета пополнят экспозицию музея в Гудауте. 12 декабря текущего года закончена модернизация отдела персонализации паспортного управления МВД. Специализированные принтеры-персонализаторы после пуска наладочных работ введены в эксплуатацию. Приобретены расходные материалы к специализированным принтерам. Граждане, ожидающие к выдаче паспорт гражданина Республики Абхазия и вид на жительство, будут приглашаться в территориальные подразделения паспортного управления МВД для получения документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
10 декабря в СМИ республики появилась информация об избиении сотрудниками милиции жителя Галского района по фамилии Карбая. Редакция Галмедиа обратилась за официальным комментарием в правоохранительные органы. Пресс-служба МВД Абхазии сообщила следующее. 6 декабря текущего года в результате реагирования на поступившее телефонное сообщение в УВД по Галскому району о том, что в районе городского рынка города Гал некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает к гражданам и выражается нецензурной бранью, выездом оперативной группы на место происшествия примерно в 16:30 в дежурную часть РУВД был доставлен Карбаев Виталий Иванович, 1979 года рождения, проживающий в селе Царча Тхорчалского района. После проверки личности и записи о доставлении Карбая водворен в ВВС ОВД по Галскому району. 7 декабря примерно в 8:50 утра Карбай был отпущен. По имеющейся информации, гражданин Карбая скончался в ЦРБ города Сухум 9 декабря, будучи доставленным 8 декабря текущего года из районной больницы города Гал, куда обратился в связи с плохим самочувствием. В настоящее время соответствующими службами по факту смерти Карбая проводится проверка, по результатам которой будет дополнительная информация. Между тем, уполномоченная по правам человека Анна Скишмария направила обращение генеральному прокурору, министру внутренних дел, прокурору Галского района и начальнику РУВД по Галскому району с просьбой в короткие сроки провести проверки по указанной информации и предоставить результаты таких проверок в аппарат уполномоченного. Уполномоченная также обращает внимание на недопустимость применения несоразмерного физического воздействия и актов насилия в отношении задержанных лиц, а также призывает сотрудников правоохранительных органов к соблюдению гарантированных Конституцией Республики Абхазия прав и свобод человека. 14 декабря должностные лица Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА при участии сотрудников контрольного пункта милиции Мюссера обнаружили 27 аппаратов для майнинга. По предварительным оценкам, их рыночная стоимость составляет около 5 миллионов рублей. Практически в течение всего года растут цены на продукты питания, услуги и даже лекарства. Особенно ощутимо это в преддверии новогодних праздников. Наша съемочная группа отправилась на городской рынок, чтобы узнать, с чем связано повышение цен и что об этом думают продавцы и потребители. Практически в течение всего года идет прирост цен на продукты питания, услуги и даже лекарства. Причем цены продолжают расти. Особенно ощутим рост цен в преддверии новогодних праздников. Наша съемочная группа отправилась на городской рынок, чтобы узнать, с чем связано повышение цен и что об этом думают потребители. Цены, конечно, они растут и не по дням, можно сказать, по часам, но что делать? Покупать надо, лечиться надо, кушать надо. Мы же тоже наблюдаем, смотрим, что происходит в мире. У нас везде идет повышение цен. Естественно, Гал не может быть исключением. Это все, что происходит в мире. У нас же это не выпускается здесь, это все завозится, покупают, приобретают уже по завышенной цене, соответственно. Реализовывать тоже надо по завышенной цене. Поэтому я лично к этому отношусь с пониманием, хотя, да, есть трудности. Старые цены, пока. У вас ничего не повысилось? Нет, вообще ничего не повысилось. А что у вас в магазине можно приобрести? Все. Все для дома, все, что вам душа желает. Все для дома? Да. А теперь вы расскажите просто как потребитель. Вы же сами закупаетесь? Нет. Да? Нет, Самое... имею в виду продукты питания. Вы же покупаете для дома продукты питания? Каждый днем все дорожает. Утром проснется, уже другая цена. А вот с чем это связано, как вы думаете? Вы все-таки в этой Завозом? сфере? С завозом? Конечно, на границе. Новый магазин, пока цены хорошие, если не добавят. Вот здесь хорошие цены? Да, сейчас. Как 2 дня открыли. Продавцы отмечают, что подорожание связано с отпускными ценами поставщиков и с тем, что приближаются новогодние праздники. А в это время повышение цен является, по сути, естественным процессом. Рекордсменом по росту цен являются яйца, стоимость которых растет каждый день. Средняя цена, по которой сегодня можно купить десяток яиц, составляет 170 рублей, а в некоторых магазинах и все 200 рублей. Расскажите, сильно ли повысились у вас цены и на что именно повысились? Очень. Яйца стали золотые. Куры золотые, яйца золотые. На яйца каждый день растут цены. Вы где закупаете яйца? У местных жителей или все-таки с ферм? Нет, в Сухуми, естественно, на фирме. Фирма есть «Южные связи» у нас, «Саламандра». Сухуми, пожалуйста. А сколько сегодня стоит десяток яиц? 170. А на что еще повысилась цена?
Ой, да почти на все. Почти крупы вроде масло вкусное подорожало. Не, есть из колбасы, даже конфеты. Повысились цены вообще. Так что на все. Буквально на все. Хорошо бы еще зарплатку повысили. Покупатели жалуются, вообще спрос есть, много Очень. людей. Особенно приходят старушки, которые живут буквально на свою пенсию. Вот они, да. Они держат там вот эту мелочь и не знают, что купить. На Галском рынке можно купить одежду, товары для дома, продукты питания, бытовую химию и хозтовары. Фермеры и садоводы часто привозят на продажу сельскую продукцию, свежие овощи, фрукты, а также домашние молочные продукты. Правда, ассортимент не такой большой, как в прошлые годы. Между тем, жители Гала обеспокоены тем, что цена на продуктовую корзину выросла практически в 2 раза. Да и сам рынок опустел. Нет выбора, который был раньше. Продавцы боятся закупать товар в большом количестве, так как нет спроса. Раньше в рыночные дни невозможно было пробиться к нужной точке, наплыв покупателей был большой. Сейчас все совсем не так. Спрос значительно сократился. Товара тоже нету, покупателей нету. Да. А вот что именно вы продаете? Что у вас есть на продажу? Вот что есть, то есть. А вот мед в какую цену у вас? Мед 300 рублей. Это тоже ваше производство? Да. Сулугуну 800, копченый 850, а первый 600. Цена возросла или такая, как была раньше? Возросла, С возросла. чем связано? Ну, Новый год, наверное, и зима. С этого тоже А это ваша продукция или вы закупаете ее? покупаем. Хуали варе модзинель. Ипрел продукт модзинель. Ипрел мичира мара мумкин над. Ипрелиш пасте модзинель. Муж цамаль, муж продукт, муж уаль, ипрел модзинель. А спрос есть на вашу продукцию? Клиентов много у вас? Тучус. Не жалуетесь? Нет. Насколько долгосрочным будет процесс повышения цен в целом и в новогодние праздники в частности, сегодня не берется сказать никто. Но, как показывает практика, сезонное повышение цен на определенные продукты вскоре становится новой фиксированной стоимостью, которая к очередным праздникам снова, к сожалению, может вырасти. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Платят, несмотря на сложности. Финансовые трудности в наше непростое время бывают почти у каждого. И тем не менее 60% жильцов в Галском районе оплачивают коммунальные услуги исправно. Подробнее о ситуации Анжела Убилава. Финансовые трудности бывают у каждого. Зачастую доходит до того, что некоторые люди не могут платить и даже за свет и воду. И тем не менее 60% жильцов в Галском районе оплачивают коммунальные услуги исправно. Остальные не платят, ссылаясь на безработицу и отсутствие средств. ЖКХ сколько у вас берет за коммунальные услуги? А мусор часто убирают или вот он лежит месяцами? Вот на это тоже не обращали внимания? Ну, сейчас в последнее время вообще-то лучше стало. Спасибо нашему мэру города, благодарю его. За воду сколько вы платите в месяц? За вот вывоз мусора? 100 рублей. 100 рублей в месяц, да? За год. А, за год 100 рублей? Так мало? Вы в частном доме живете или в квартире? Сейчас нет воды. До большинства жильцов домов в центре Гала, к которым мы решили обратиться, нам просто не удалось достучаться. Но те, которые все-таки согласились ответить, называли разные суммы. Потому что кто-то имел в виду свет, хотя это не имеет отношения к ЖКХ, другие говорили об оплате за воду и уборку бытовых отходов. С человека 300 рублей в год оплачивает человек ТБО, твердые бытовые отходы. За воду и за канализацию 180 рублей получается с человека в год. Вот такая сумма. Это уже установлено с 2015 года. Как бы после этого не повышалась тарифная ставка. Услуги, мой отдел, допустим, да, мы берем за коммунальные платежи, то есть это квартплата. 500 квартир у нас где-то, да, приблизительно по городе. Из них да, там какая-то часть, да, небольшая часть квартир приватизирована. С неприватизированных квартплату изымаем. Это 2 рубля стоит за квадратный метр. Вот. Обслуживание, какие обслуживания проводим? Вывоз мусора и питьевая вода, канализация.
Как отмечает начальник жилищного отдела администрации Галского района Гела Кубардия, рейды по квартирам работники ЖКХ не проводят. Более того, такой практики у них никогда не было. Но разъяснительные беседы ведут и идут навстречу нуждам людей, чтобы не доводить дело до суда. Вот, если они не будут платить, то мы как бы не можем обслуживать их после, да, вот, по вывозу мусора, по воде. Так что вот такие беседы мы с ними проводим. У нас много обращений за год, где-то 1000 бывает обращений по справкам, по документам и по всяким разным документам, как бы, да, мы вообще наш отдел занимается обновлением старых ордеров, продлеваем договора найма жилого помещения, отрабатываем и решаем по возможности вот так вот все вопросы. Да, есть категории граждан, которые нуждаются в жилплощади, и они обращаются к нам. Но, к сожалению, зачастую их просьбы не могут быть удовлетворены, так как на балансе у нас нет пустующих свободных квартир. Значит, хочу отметить, что тарифная ставка не повышалась за коммунальные услуги с 2015 года. Поступающие платежи в основном расходуются у нас в управлении на нужды города. Вот, на поддержание инфраструктуры, на приобретение разных инвентарей, на ремонт водоканала и как бы приобретение, ремонт, сейчас, допустим, приобретение техники не так нужно, поддержание для техники. Вот львиная доля расходов именно приходится на ремонтные работы. В Галском районе всего около 24 многоквартирных домов. Большинство из них обслуживает ЖКХ. Должники есть почти в каждом доме, поэтому коммунальщикам приходится искать способы взыскать долги. Ведь в квартиры нужно непрерывно поставлять воду, а со двора вывозить мусор. Кроме того, поступающие платежи расходуются на нужды города и поддержание инфраструктуры. Скажите, пожалуйста, за коммунальные услуги в месяц сколько вы оплачиваете и насколько ЖКХ хорошо справляется со своими задачами? Как часто убирают мусор в домах? Оплата у нас, насколько я знаю, 100 рублей за человека, даже это в год, по-моему, там не очень много, так что это можно даже оплатой не считать. Мусор у нас, в принципе, я не жалуюсь, практически всегда убирается, суббота, воскресенье, может, не всегда получается все вовремя убрать, а так в остальные дни все нормально. Исходя из общей ситуации в районе, можно говорить о том, что ЖКХ делает все возможное для того, чтобы все было в порядке, а какие-то технические моменты, которые существуют в районе, когда трубы старые, вообще, в принципе, всю систему надо водопроводную менять, конечно, это не способно ЖКХ, тут нужны огромные финансы, ресурсы, поэтому в этом, конечно, ЖКХ невозможно обвинить. А так, в остальном, я в целом доволен работой. Приятно, что сообщают заранее, что воды не будет. Это тоже уже на пользу, а то причины, по которым не бывает, они ясны. Они еженедельные практически, эти причины, когда нагрузку не выдерживает наша система водопроводная. Ситуация с долгами за жилищно-коммунальные услуги одинаково сложна и для неплательщиков, и для поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Найти цивилизованный выход из тупика помогает тесное сотрудничество ЖКХ с администрацией города и потребителями. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Пеблая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор средств на приобретение инвалидных колясок подопечным фонда с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата Лаши Чичуа и Денису Малишава с диагнозом ДЦП. Фонд уже подобрал индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам каждому ребенку в ГУТе «Техник», город Москва. Стоимость колясок составляет 649 225 рублей. Вы можете помочь следующими способами. СМС со словом «Добро» на номер 5050, банковский перевод «Гарант-банк» или любой другой банк Абхазии. О других способах помощи вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com либо по телефону фонда +7 940 773 50 50.
Благотворительный фонд «Первая инклюзивная молодежная организация» провел в Гале акцию, направленную на то, чтобы дети с ограниченными возможностями стали гармоничной частью социума. При поддержке руководства ЦРБ и районного отдела образования во второй средней школе города Гал состоялся концерт. А перед этим дети посетили с экскурсией город Хуарчал и Галское водохранилище. Анжела Убилава продолжит тему. Ребята с ограниченными возможностями из Сухума, Ачамчира и Эдкуарчала впервые в городе Гал по приглашению главврача Центральной районной больницы Астамура Гамги и заведующей районного отдела образования Екатерины Кабельян. Уважаемые гости, родители, детишки, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем крепкого здоровья, удачи, мирного неба, родителям здоровья и терпения. С наступающим Новым годом! Мы вас очень всех любим. Что смогли, сделали от души. Все, что мы сегодня для вас сделали, это все сделано от души, от отдела образования. Подарки новогодние. С праздником, мои дорогие, любимые. Я вас всех очень люблю. С наступающим Новым годом! Организаторы устроили ребятам настоящий праздник в преддверии Нового года. Концерт, подарки и праздничный стол, а также экскурсию по самым красивым местам Галского и Эдкуарчалского районов. Как только возникла организация, первая в Абхазии инклюзивная организация, я сразу же всевозможные посильную помощь оказывал им. И потом, уже когда проект у них под названием «Инватур» начал реализовываться, сразу задумался над вопросом, а почему бы не позвать их в Гальский район, не организовать детишкам, как говорится, праздник в преддверии Нового года. Этот вопрос я обсудил с заведующей РАНО Екатериной Валерьевной. Она сразу же меня поддержала, выражаю огромную благодарность. И отдельное слово благодарности хотел бы выразить администрации Гальского района, так как они оказали огромную помощь. Глава района сказал, что всегда в таких мероприятиях будет рядом стоять, за что огромное спасибо. Вот от лица детишек и от нас всех. Неожиданным сюрпризом стал концерт, организованный отделом образования для особенных детишек Куарчала, Ачамчиры, Сухума и Гала, который ждал их в средней школе номер 2 после экскурсии, где ребята имели возможность ознакомиться с достопримечательностями и красотами самого восточного района Абхазии. Мы благотворительный фонд «Первая инклюзивная молодежная организация». Мы к созданию инклюзивного общества. Мы интегрируем детей, молодежь с ограниченными возможностями здоровья в социум. По проекту «Инватур» каждый месяц по 1-2 экскурсии мы проводим по городам и районам нашей республики. Сегодня у нас поездка была в городе Эдкуарчал. Мы посетили водопад, Акармара, также Ладонь. Молодежь с инвалидностью у нас уже свыше 40 человек. Это с разных районов нашей республики. Но сегодня мы на данную поездку в город Хуарчал и Гал решили включить только из районов Сухумского района, Ачамчиры. 17 человек у нас сегодня с ограниченными возможностями здоровья, а также с нами участники и наши волонтеры. После захватывающей экскурсии в городе Хуарчал по приглашению главврача Галской больницы, а также в лице нашего партнера данной поездки Астамура Гамгия и заведующей РУНО Галского района, нас пригласили во вторую школу, где нам организовали бесподобный, шикарнейший концерт, от чего мы получили море эмоций, и за что мы их благодарим за теплый прием. Концерт привел ребят в восторг. В зале яблоку негде было упасть. Для гостей вечера выступили детишки вокально-хореографической студии «Амра» с новогодними песнями и танцами. И несмотря на то, что ребята изрядно устали после насыщенного дня, все с удовольствием аплодировали и веселились вместе с выступающими на сцене. Старайся,
приятно удивили ребят Дед Мороз со Снегурочкой, без которых не обходится ни один настоящий новогодний праздник. Вот уже второй год, как отдел образования радует ребят новогодними подарками. Вы знаете, ни один праздник не обходится, как вы думаете, без кого? Новый год без кого не обходится? Без Дедушки Мороза и Снегурочки, правильно? Давайте сейчас все вместе хором позовем сначала Снегурочку. Громко, хором. Снегурочка! Помашите, помашите. После концерта ребят ждал еще один сюрприз. Все были приглашены к столу. Спасибо вам огромное. Мы, организация ПИМО, по проекту «Инватур» посетила город Борчан, посетила каналы и водопады. Всем нам очень все понравилось. Также мы посетили ваш концерт, выступили дети, нам очень все понравилось. Спасибо вам огромное. Мы все должны стремиться к обществу, где каждый вне зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности, статуса, а также физического или ментального состояния чувствует себя принятым, понятым. А самое главное, мы должны сами делать все, что зависит от нас, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями мог адаптироваться в любой среде и чувствовал себя уверенно. Есть дети, которые у нас практически из дома никуда не выходили. То есть они замурованы в 4 стенах, так это, грубо выражаясь. Вот. И родителей винить нельзя, потому что у нас очень мало условий для таких групп детей. И вывести такого ребенка без специального инвентаря очень сложно. И спасибо также волонтерам, которые нам помогают, которые делают все то, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными в чем-то или там приниженными. И вот такие мероприятия, их надо проводить все чаще. Детей надо интегрировать в общество. Конечно же, среди таких категорий детей есть и тяжелые, прикованные к постели. Но в проекте, в планах, конечно же, посещать их уже на дому, чтобы как-то уже и им устраивать такие праздники. Вот. А так максимальные условия надо создавать для того, чтобы эти дети чувствовали себя единым целым со всем обществом. Сюрприз, который устроили ребятам организаторы, еще один маленький шаг, чтобы дети, которые зачастую сидят дома и чувствуют себя обделенными, учились выходить в мир, где им рады, где они чувствуют себя частью цивилизованного общества. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Чтобы реабилитация шла быстрее, в Галской ЦРБ теперь работает специалист по лечебной физкультуре и мануальной терапии Рождент Гибуадзе. С новым доктором познакомились и корреспонденты Галмедиа. В Галской центральной районной больнице начал работу специалист по реабилитации и массажу, который также обладает навыками мануальной терапии. Зовут доктора Рождент Гибуадзе. Данная терапия представляет собой лечение методом лечебно-механического воздействия с помощью рук врача на опорно-двигательный аппарат пациента с целью устранения разного рода нарушений подвижности. Показания к мануальной терапии – это любые симптомы остеохондроза, боли в спине, мышечные и костные боли, боли после травм, защемление нерва и многое другое. В городе Гал появился специалист, который занимается реабилитацией постинсультных больных, также занимается детьми с ТЦП. И помимо этого еще занимается пациентами, у которых имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с таким заболеванием, как остеохондроз на различных отделах позвоночного столба, и обладает навыками мануальной терапии, плюс массаж, все разновидности массажа. И такие специалисты крайне необходимы, так как после того, как врач уже свою часть работы выполнил, дальнейшая часть реабилитации зависит, конечно же, от таких людей. У нас есть такой человек, который может помочь без медикаментов обойтись и вернуться к
здоровому образу жизни. В больнице имеется кабинет физиотерапии, где работает специалист по массажу. Но именно специалиста по лечебной физкультуре и мануальной терапии здесь ранее не было. Работа врачей-реабилитологов является неотъемлемой частью процесса выздоровления пациентов, которые частично или полностью утратили возможность осуществлять некоторые двигательные функции на фоне перенесенной травмы, болезни или хирургического вмешательства. Занимаюсь массажем, работа с детьми отдельно, с инсультниками, что немаловажно в наше время, заниматься с такими пациентами, потому что после травм есть такие моменты, которые нужно делать массаж. Есть моменты в массаже, которые человек должен знать, каждый житель города Гал. Не прибегая к медикаментозному лечению, это можно сделать, то есть делая массаж, человек восстанавливает свою кровеносную систему, лимфатическую систему. Естественно, после проведенного курса человек уже ощущает себя бодро и, естественно, может не прибегать к каким-то лекарствам. Часто люди жалуются на боли в позвоночнике. Вот это очень такая распространенная болезнь, это остеохондроз, что немало важно знать людям. Обязательно нужно обращаться, если у кого-то есть проблемы с позвоночником. Это грыжи межпозвоночные. И, соответственно, будем принимать меры. Попасть на прием к специалисту по реабилитации в Галской ЦРБ можно в любой будний день. Его кабинет расположен в здании скорой помощи. На прием может записаться каждый желающий вне зависимости от возраста. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Культура и сотрудничество. 25 декабря в Гале выступит группа «Бисквит» из Санкт-Петербурга и солистка Мариинского театра Карина Чепурнова, сопрано. В репертуаре коллектива более 450 собственных аранжировок, большое количество музыкальных программ самых разных стилей и необычная подача музыкального материала. Концерт пройдет при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии, администрации Галского района и благотворительного фонда развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив. Начало в 17:00, вход по пригласительным билетам. Мячей теперь хватит на всех. УВКБ ООН передал отделу молодежи и спорта администрации Галского района спортивный инвентарь для центрального стадиона Самурзакан. Это не первая помощь, оказанная международной организацией. И вновь слово Илоне Микава. УВКБ ООН передал отделу молодежи и спорта администрации Галского района спортивный инвентарь для центрального стадиона Самурзакан. В районе футбол является одним из любимых видов спорта. Болельщиков у него немало. Занимаются футболом в районе около 90 детей, а также взрослая футбольная команда Самурзакан, численность игроков которой 15 человек. Для такого большого количества людей спортинвентаря явно не хватало, но благодаря поддержке УВКБ ООН эта проблема решена. Следует отметить, что это не первая помощь, оказанная организацией. В начале этого года ими был выполнен ремонт в раздевалках стадиона, которые были не в самом лучшем состоянии. В этом году мы обратились за помощью УВКБ ООН. Помощь наша была сформулирована в том, что отремонтировали нам раздевалки в центральном стадионе города Гал. Они отозвались, они сделали и завершили в этом же году обе раздевалки. То есть у нас сейчас раздевалки подходят по стандартам. Очень удобно и приятно детям переодеваться. Также у нас все условия гигиены. Также сейчас нам подарили спортивный инвентарь. Это мячи, фишки и все необходимое для тренировок наших футболистов. И за это, конечно же, огромное спасибо им. Спорт – это здоровье в первую очередь, и дети должны спортом заниматься. Поэтому, я думаю, есть интерес молодежи, и продвинемся еще дальше, развеем наш спорт. Представители УВКБ ООН во главе с Розой Минасян пообщались с юными футболистами, а также немного поиграли и проверили на деле новый инвентарь. Ребята продемонстрировали свои спортивные способности. Они были рады подаркам и обещали стараться и улучшать свои показатели. Мы получили запрос от спортивного комитета помочь в ремонте раздевалок на стадионе. И, в принципе, пришли, посмотрели, действительно, условия, в которых занимались ребята, оставляли желать лучшего.
Поэтому и решили под гидой наших небольших общинных проектов помочь и реализовать данный небольшой проект, отремонтировать 2 раздевалки здесь на стадионе. А потом в последующем нас также попросили помочь со спортинвентарем, так как действительно занимающихся очень много, потому что фактически все юношеское население города приходит сюда, занимаются, а спортинвентаря нормального нет. И вот мы решили, опять-таки, как бы в продолжение данного проекта предоставить спортинвентарь, это мячи, это вот эти фишки. Вот. И я надеюсь, все это будет использовано во благо. Занимаюсь футболом уже 3-й год, и да, очень сильно понравился футбол. Вначале было сложно, но потом постепенно привык. Принимал ли ты участие в чемпионатах, в соревнованиях? Было 1 раз, я пошел в Геленджик с футбольным клубом Эрцаху. Хорошо. Рады ты, что у вас теперь новый инвентарь? Да, очень рады, будем постепенно улучшать свои навыки. Я играю в футбол уже 3 года, и мне очень понравилось. На какой позиции? Левый полузащитник. Вообще любишь ли ты заниматься спортом помимо футбола? Ну и еще рукопашный бой. Успехи хорошие, и еще 1 раз мы на 1-м месте заняли в соревновании. Начальник отдела молодежи и спорта администрации Галского района отмечает, что на этом проблемы не заканчиваются. Было бы неплохо сделать реставрацию самого стадиона, а именно трибуны. Конечно же, в дальнейшем еще будем стараться, и я надеюсь, еще помогут. Нам надо отремонтировать наш в целом стадион, это трибуны, потому что у нас очень любят люди наши болеть. Им очень неприятно сидеть в наших трибунах, потому что они уже покоцанные, пошарпанные. Поэтому я надеюсь, в следующем году мы тоже это сможем сделать, и будет наш стадион полностью готов и приятен. Спорт позволяет развиваться физически и духовно, достигать новых вершин и самоутверждаться в жизни. Хочется верить, что качественная спортивная база поможет нашим детям укрепить свое здоровье и добиться новых побед. Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Галмедиа. 3 наши победы в спорте. Харитон Агарба одержал победу над финалистом чемпионата мира 2023 и Азии 2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который прошел 15 декабря в Астане. Поединок продлился все 8 раундов и завершился победой Агарба раздельным решением судей со счетом 2-1, сообщает Госкомспорт. Харитон одержал 13-ю победу в карьере и не потерпел ни одного поражения. Наш соотечественник Энвер Бзагу одержал победу над иранским боксером Саджадом Хабиби. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Анкаре 15 декабря. Это 3-я победа для спортсмена в профессиональной карьере. Энвер Бзагу – потомок абхазских махаджиров из Турции. Дауд Гублия успешно дебютировал на профессиональной арене, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорта. 15 декабря спортсмен одержал победу во 2-м раунде над Рамазаном Мусаевым из Синтуки на турнире Fight Day в Грозном. Поединок проходил в полусредней весовой категории. На этом пока все. Мы остаемся следить за новостями Галского района и всей республики. До скорой встречи на телеканале Галмедиа. Абзерас!